НТРК «Ингушетия» дарит радость. В канун Нового года дети республики получили новогодние подарки и от нашей телерадиокомпании. Сладкие наборы раздали детям-инвалидам и не только. В знак благодарности ребята рассказали стихи. О доброй акции расскажет Мария Мистоева. В семье Сампиевых подрастает 4 детей, 2 из них инвалиды. Но родители ребят не опускают руки, они твердо уверены, их дети обязательно выздоровеют. Как и все дети планеты, они очень ждут Нового года и, конечно, подарков от главного волшебника страны. Кстати, основное условие получения сладкого презента – хорошее поведение за год, отличная учеба и стихотворение. Золотая цепь на тупе, но миночек кофе и все ходит по цепи кругом. Идет направо песен собой, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший против. Маленькая Амаль решила, что оба подарка ей, причем старшие с ней не спорят. Взрослая рассудительность и, главное, любовь друг к другу. Им этого не позволит. Бабушка Раечки и Амальки старается всесторонне развивать детей и учит их уважать взрослых и быть примером для остальных. Это и полезно, это и правильно. Дети очень радуются. Эмоциональное развитие для детей – это очень важно. Вот, отношение близких к ним, для них это какой-то урок в жизни. В Назрани главная городская елка стоит во дворе Республиканского дворца культуры. До боя курантов далеко, но народ уже собирается у зеленой красавицы. В большинстве это маленькие дети и их родители. Все ребята подготовились и выучили новогодние стихи. И по их заверениям вели себя весь год очень хорошо. И рису елочку взяли мы домой, и рису елочку взяли мы домой. Сколько на веточке шарик золотых, розовых пряников, шишек золотых. Молодец, какая умница. А ты учишься в школе? А на какие оценки учишься, какие получаешь? 5. Только 5, без четверок? Нам оставалось только поверить и отдать примерным детям с красными пятерками в дневнике их подарки. А вот в Магасе уже завершаются последние приготовления перед праздничным концертом. Погода сегодня, конечно, совсем не новогодняя. С самого утра светило солнце, и большинство людей, как, собственно, и я, ходят в расстегнутых куртках. Но, правда, это не мешает детям и никак не портит их праздничное настроение. Оказывается, на елке в Магасе тоже собрались круглые отличники с примерным поведением, которые знают стихи. Лишь часы пробьют 12, кружится белый снег, начинает исполняться вдруг желание у всех. Молодец! А ты хорошо себя вела этот год? Да. Совсем не баловалась? Нет. Ну, чуть-чуть хотела. Да, так бы. Дети, ведите себя хорошо, слушайтесь взрослых и учитесь на отлично. Это не только гарантия получения подарка на Новый год, но и залог успешной и счастливой жизни. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.